Bilganimizga ko'ra, birimiz erkin o'zimizga to'g'ri maqsadlarni qo'yamiz. Ammo bizni sabayi qo'yingi. Bo'laylikning aziz teleseyirchilar, men o'zimga va'da berib, bugun sizlarning mashg'uliyatlarini yapacakmiz. Доброе утро! Мы находимся в спортивном клубе «Динамит» и будем проводить сегодня здесь персональную тренировку. Начнем мы ее с легкой кардионагрузки в виде скакалки. Берем скакалочку. Разминаться можно каким угодно образом, лишь бы это была активность. Это может быть и беговая дорожка, и скакалка, и прыжки, и даже легкая пробежка. Просто вот. Начинаем. Aziz teleseyirciler, böyle meşguliyetlerini ev şaroitlarında yapabilirsiniz ve o'zingizni bolalar dunyosuna alıp barıp, eng muhimi sog'lig'ingizni qaviylashtirirsiniz. Следующим упражнением будет тренажер, который называется Т-образная тяга, или тяга Т-грифа еще некоторые называют. Предназначен он для развития средней части спины. Это наша осанка, это наше здоровье. И, в общем, красивая спина всегда хорошо для девушки. Становимся на платформы. Ложимся так, чтобы лежала именно на животе, а грудь выступала за подушечку. Животиком, да, ложимся. Да, хорошо. Беремся за середину этой ручки, смотрим вперед, снимаем с платформы, да, и притягиваем. Когда мы опускаем ее, у нас опускаются плечи. А когда мы притягиваем, мы сводим лопатки, приподнимаем немножко корпус, прогибаемся в пояснице. Да. Опускаемся, вытянулись, поднялись. Но корпус мы не отрываем живот от подушки, мы просто прогибаемся в пояснице. И смотрим вперед. Вперед. Вот, уже лучше. Сводим лопатки. Во, отлично. Опускаем полностью, сутулились и свели лопатки, выгнулись. Отлично. Так будет работать спина. Спина работает именно за счет приведения локтя назад. И сведения лопаток и работы плечами. Плечи вперед, плечи назад. В противном случае у нас будет работать только ручки. Животик не отрываем, лежим на животе, прогибаемся. Отлично. Bizim Qrim-tatar qizlarimiz kuchli olmalılar bo'ylab mashg'uliyatlarni yapib, o'zingizni turli allardan saqlay bilasiz. И последним упражнением на сегодня будет жим ногами. Прошу, ложимся сюда. Беремся за ручку. Ну, ладно. Можно было бы удобнее. Так, хорошо. Здесь, как и во всех тренажерах, где есть кресло, нужно прижаться всем позвоночником к подушке. Да, голову в том числе нужно положить. Да, плотно. Хорошо. Ставим ноги по центру платформы для начала. Чуть-чуть пониже. И отталкиваем ее от себя. Далее лихо отталкиваем и держим. Далее беремся руками за фиксаторы и разводим их в стороны от себя. Они по кругу пойдут. Вот так. О, хорошо. Берем руками за ручки. Эти ручки нужны, чтобы придавить таз. Тихо, тихо, тихо. За ручку, за ручку. Придавить таз к нижней подушке. Это необходимо для безопасности нашей поясницы. Голову положили. Плавно опускаем платформу к себе, разводя колени чуть-чуть мимо себя. Мимо груди. В стороны колени. Да. Ниже опускаем максимально, насколько получается. Опускаем максимально к себе. Выжимаем, не разгибая колени до конца. Если мы будем разгибать колени до конца, у нас будет нагрузка на сустав, вся переходить с мышц. А это для суставов очень не полезно. В будущем они скажут о себе. Хорошо. Если вы страдаете варикозным расширением вен, как раз упражнение это очень хорошо для вас, потому что ноги находятся вверху, и давление крови в них не скапливается. То есть, получается, все упражнения, которые мы делаем стоя и нагружаем ноги, именно они опасны для варикозников. То есть они давят на вены, у нас кровь все собирается, идет вниз и может провоцировать развитие варикоза, дальнейшую его прогрессию. А здесь ноги вверху, и давления крови в них нет. То есть это можно реально самое хорошее упражнение для безопасного развития мышц ног без
Опасности развить варикоз. Көз қорқақ қол батыр дегенлері кібі бойлы мешхуриетлеріні бізбен бедерсеңіз, сол нетижесini көрерсіңіз. Бойлылығынан Миллет телеканалынан айрылмаңыз, вес сағы олыңыз.